Город Нерюнгри называют городом поэтов. Талантливые люди дарят друг другу плоды своего творчества в литературной гостиной «Встреча», выступают на всевозможных мероприятиях района и даже выпускают большие сборники собственных произведений. Литературу как часть духовной составляющей культурной жизни Нерюнгри можно условно разделить на несколько частей. Это литература, созданная нерюнгринцами и признанная на региональном и российском уровне. Литература, пока неизвестная за пределами города или района, и даже прослойка поэтов, которые уехали с Нерюнгри, но не потеряли связь со своей малой родиной. Все они объединены в литературной гостиной «Встреча». В литературной гостиной занимается у нас 30 человек. Приходят молодежь, уходит. Очень много детей. Дети приходят с родителями и вырастают в литературной гостиной. Замечательно то, что литературную гостиную посещали такие замечательные личности, которых знают не только у нас в городе, но и в республике. Это Валерий Дмитриев, многократный лауреат фестиваля «Берега дружбы». Также он фестиваля Грушинского дипломант всероссийского. А также замечательный поэт посещал литературную гостиную Владимир Мухин, Сергей Кудеяров, Галина Бородачева, стихи которых мы также постоянно исполняем и сейчас на литературной гостиной. Но жизнь движется вперед, как говорится. Многие поэты уходят, но на смену им приходят более одаренные, более чувствующие наше время. Такие, как у нас замечательный композитор Дмитрий Пузиков и Соля Сизых – это прекрасный дуэт. У них теперь уже растет дочка Варя, которая тоже постоянно лауреат республиканского конкурса «Берег дружбы». Дуэт у них восхитительный. Дима пишет музыку, а Соля, они очень лирично. Дуэт этот, в общем, звучит очень красиво всегда. И мы все очень рады, когда рождается новая песня. А песни рождаются прямо идешь по городу, да, и раз, и мелодия. Думаешь, надо же, как интересно, мелодия-то, оказывается, на стихи Ирины Сергеевны. Я послушала один раз, и раз у меня родилась эта песня «Молитва». Поэтому все движется вперед, дети растут, в общем, тоже начинают писать стихи. И поэтому я думаю, что пусть процветает литературная гостиная еще много-много лет. Литературная гостиная «Встреча» – это место, где своими произведениями приходят поделиться не только именитые поэты Нерюнгринского района, но и начинающие авторы. Благодаря этому литературная жизнь Нерюнгри развивается и поражает своими неиссякаемыми творческими силами. В следующем году литературной гостиной исполнится 20 лет. Немало поэтов посещают гостиную с самых первых дней ее создания, и за это время не раз смогли провести индивидуальные творческие вечера. Так, совсем недавно состоялся поэтический вечер Ирины Рябовой. Замечательно то, что на протяжении многих лет к нам в литературную гостиную ходит прекрасный поэт. Это Ирина Сергеевна Рябова. Ирина Сергеевна удивительной души человек. Она добрая, отзывчивая. Всегда в трудную минуту, что бы ни случилось, она рядом. И Ирина Сергеевна – изумительный поэт. Это одна из лучших поэтов нашего города. У нее лирические стихи, духовные, лирические стихи о природе нашего якутского, дорогого, любимого края. Также у нее любовная лирика. Любовную лирику прекрасно исполняет у нас Елена Лепехина. И она неоднократный победитель республиканского фестиваля. И поэтому, на литературных гостиных, когда у нас они проходят, в общем, 1 раз в 2 месяца, всегда звучат ее стихи, песни, и зрители очень любят ее. И сегодня, что я хочу сказать, в 2007 году вышла такая прекрасная книга «Мой Нерюнгри. Обетованный край», куда вошли лучшие поэты Нерюнгринского района. И, конечно же, вошла Ирина Сергеевна Рябова. Здесь ее лирические стихи, также стихи о природе, о любви. И
И поэтому я желаю Ирине Сергеевне творческих успехов. Пусть ее стихи еще много-много лет радуют наших нерюнгринцев. Писать стихи Ирина Сергеевна начала в возрасте 17 лет. Но именно в Южной Якутии по-настоящему раскрылся ее поэтический талант. Родилась в Казахстане, на целинных землях. Мои родители, Давыдов Сергей Васильевич и Маргарита Петровна, целинники, когда-то приехали осваивать целину, и я там родилась. Детство прошло в разных краях, и на Кавказе я пожила маленькая, но в основном Ростовской области, затем Самарская область, город Отрадный, где до сих пор моя мамочка жива, ей в прошлом году 90 лет исполнилось. Вот сейчас 9 мая к ней поеду. В Нерюнгри приехала в 1983 году, поселок Серебряный Бор. Муж строил ГРЭС, а я работала в детском саду воспитателем, детский сад «Дюймовочка». Но я к этому времени уже писала стихи, писала с юности, писала о первой любви. И в основном, конечно, моя поэзия, она связана с любовной лирикой. То есть то, вот, что душа просила, то, что я не могла где-то сказать, я писала на бумаге и в стихотворной форме. Вот. Затем закончила заочный институт, и мы переехали, получили квартиру в Нерюнгри. Меня пригласили работать в педагогическое училище. Я работала преподавателем педагогики и психологии, а потом предложили должность заместителя директора по воспитательной работе, где я проработала до 2011 года. Вот почти 19 лет я проработала в гуманитарном колледже. Затем он стал называться гуманитарный колледж. Поэзией занимаюсь давно, пишу обо всем, о природе, на патриотические темы, о городе, сотрудничаю с очень многими музыкантами нашего города. Давние наши сочинения Зои Петровны Гуренчук, которая написала музыку на многие мои стихи, одно из которых мое самое любимое – это «Город на сопках», в нашем городе. Вот с Дмитрием Пузиковым тоже работаем, написано несколько песен, но в основном песни, романсы о любви. Это связано с именем Елены Лепехиной-Терентьевой. Она тоже писала. Уехал из города Анатолий Тайбаш, у него тоже несколько песен на мои стихи, одно из которых посвящено моей подруге детства, Нечпуренко Татьяне, которая живет в Ростове, и называется «Казачка Таня». Такая песня есть. Вот. Ну, в основном продолжаю заниматься творчеством. Работала последнее время в медицинском колледже в качестве библиотекаря. Вот, на сегодняшний день уже уволилась, уезжаю. И в основном связано с семьей. Мои дети, внуки, мои две дочери, которые здесь, младшая здесь родилась, старшая в Отрадном Самарской области. Обе проживают здесь, замужем, очень их люблю. И моих сыновей, я так называю, зятьев, у меня не получается их зятьями называть, они для меня как сыны. И 4 внуков. Вот сегодня такая радость неожиданная. Старший внук с Москвы прилетел. Только сейчас позвонил, говорю, сейчас не могу, вечером прибегу. Он учится в Москве, заканчивает физкультурный институт. В прошлом году женился. Самой младшей внучке 8 лет, во 2 классе. Она уже выступает тоже с моими стихами. Старшая внучка учится в медицинском колледже, 1 курс заканчивает. И младший внук 9 класс заканчивает. Вот как бы вся моя биография. Самое первое стихотворение Ирины было связано с первой любовью. И оно было такое очень, наивное, простое. И я помню только несколько строчек. Со мной расправили жестоко, рассеяв все мои мечты. Теперь совсем я одинока, и мне поможешь только ты. Ну, такое наивное юношеское стихотворение. И после этого пошли вот строки. Хотя, когда я училась в школе, все педагоги по русскому литературе отмечали, что у меня очень замечательные сочинения, которые насыщены разными эпитетами, метафорами. И всегда было очень интересное и такое вот, неординарное, может, описание природы.
Вот. Хотя в прозе я себя не пробовала. Сегодня творчество Ирины Рябовой весьма многогранно. Вообще никогда не считала, но стихов достаточно много, они у меня на флешке на компьютере собраны по годам. То есть вот просто первые года я вообще как-то стеснялась, и первый раз здесь в Нерюнгри я пришла в 2007 году, меня привела подруга за руку к Татьяне Ивановне Знаменщиковой, начинали верстать книгу «Нерюнгри. Обетованный край». И она меня привела к ней, и вот несколько стихов моих тогда отобрали. И я стала уже как бы членом вот литературно-гостиной встречи и затем литературного объединения «Пульс» при библиотеке. В 2007 году родился поэтический сборник Ирины Рябовой. Мой личный сборник, только один, назывался «Лики любви». Он вышел в 2007 году, тогда же, когда и вышел вот сборник «Нерюнгри. Обетованный край». Но очень много стихов, которые вошли в различные альманахи. Последние в конце 22 года вышел альманах, посвященный 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Там есть мои стихи. И потом вот эти же стихи напечатали в антологии русской словесности. Там представлены два наших поэта, я и Яков Игнатьевич Мельник. Сегодня у поэтессы все чаще рождаются строки, связанные с верой в Бога. Ну, я человек верующий, христианка. Достаточно много у меня стихов на духовную тему. И с ними несколько раз выступала на пасхальных концертах. Ну и где какие-то мероприятия, близкие к такой тематике, я обязательно читаю. Много стихов, посвященных Рождеству Христову, понятию Мессия. Есть такие стихи. Ну и вообще о моей вере. Такие стихи, да, присутствуют. И последние года они занимают одно из первых мест в моей поэзии, в моем творчестве. Умейте прощать, собираясь в дорогу. Прощая, взывайте молитвою к Богу. И, возвратившись в родные края, за непростивших молитесь скорбя. Прощайте обиды, прощайте просчеты, прощайте любые людские расчеты. Ведь зло, как его ни крути, с лихвою нам встретится снова в пути. По Божьим законам живи и радей. Господь не оставит молитвы твоей. Научи, Господь, меня молиться за родных, за дальних, за себя, чтоб смогла к Тебе я обратиться, ничего на сердце не тая. Переплавь в горниле испытаний душу, что застыла у меня, чтобы не было других желаний, только чистой выйти из огня. Разве ты не слышишь глас моления, к небу обращенный в скорбный час? Ты ли, Господи, не дашь мне силы, мне ли не довериться сейчас? Научи, Господь, меня молиться за своих, за дальних, за себя, чтоб смогла к Тебе я обратиться, ничего на сердце не тая. Свою любовь к творчеству Ирина Рябова привила и своим детям и внукам. Старшая дочь Марина, она закончила литературное отделение нашего института, учителя русского языка и литературы. Она писала стихи, и у нее очень много таких стихов, которые она, известные стихи, переделала на определенную тематику, которая, допустим, посвящение кому-то или какие-то праздники. То есть она обладает таким даром, но не считает его вот таким нужным для себя и обязательным. Вот. Но я очень надеюсь, что младшая внучка тоже, Маргарита, обладает таким свойством, потому что очень часто она что-то такое выдает, но еще
достаточно на таком детском уровне. У Ирины есть прекрасное произведение посвящения всем женщинам. Есть женщины, не баловни судьбы, их нежностью, умом природа наделила, в них столько чуткой доброты и верности, и странной силы. О, сколько жизненных преград судьба им ставила, не счесть. В ответ, не требуя наград, была та женщина и есть. Одно из самых популярных стихотворений Ирины Рябовой – «Касание рук». Касание губ, касание рук, и дождь играл, фокстрот разлук. Мотив простой, тоски щемящей, он о любви, о настоящей. И ветер вторил на басах о разных в жизни чудесах. Играл нам дождь, фокстрот разлук, касание рук, касание губ. Конечно же, все нерюнгринские поэты пишут стихи о появившемся в их жизни позже дня рождения, но теперь уже навсегда ставшем любимым городе Нерюнгри. Разные обстоятельства бывают, по-разному муза посещает, бывает пишешь много, бывает долгое время вообще ничего не пишешь, потом приходит. Конечно, город, это Нерюнгри, это моя, я даже не скажу, что это вторая родина, это вот тот пункт места жительства, без которого я уже просто не мыслю своей жизни. Здесь мои дети, внуки, здесь мои друзья, с которыми мы дружим с 1983 года. Здесь очень много событий произошло, как печальных, так и радостных, поэтому, то есть моя судьба связана с этим городом. И уезжать мне как бы не очень хотелось бы, даже на какое-то время, но обстоятельства заставляют, поэтому там мамочка. Кроме этого, конечно, хотелось сказать то, что очень благодарна людям, с которыми мы дружим много лет. Мои близкие подруги Ирина Чегвинцева, Катя Сухинина, Вика Стрельникова. Коллег хотела бы поблагодарить, с которыми я проработала много лет в гуманитарном колледже. Очень благодарна директору Нуфер Людмиле Отовне, моим коллегам Анне Михайловне Ветчиновой, Татьяне Ивановне Татаренковой, молодым коллегам, с которыми до сих пор поддерживаем отношения. Это Алена Орлова, Кристина Никифорова, это актриса нашего театра, Марина Давиденко, которые тоже вот всегда участвуют в каких-то моих творческих вечерах, за что я им очень благодарна. И также отметить руководство и коллег с медицинского колледжа. Это и Адамова Ирина Ивановна, благодарна ей за поддержку всегда, и Резида Хамитовна Бакланова, Митина Катерина Анатольевна, ну и очень близкий мне там человек Лариса Вальтер. То есть это вот друзья, с которыми я много лет общаюсь. Словно степь с голубыми крылами, город юности, город любви, город Нерюнгри, знают на просторах огромной земли, славят город соловушки и дети, и спортсмены, что выросли здесь, город славный и лучший на свете, мы гордимся, что ты у нас есть. Город на сопках Нерюнгри мой, город любимый, город родной, город нашей надежды, город вечной любви, мы с тобою, как прежде, от зари до зари. Нерюнгринские поэты и музыканты создают необыкновенные творческие дуэты. Так и композитор Дмитрий Пузиков положил несколько произведений Ирины Рябовой на музыку. Ирину Сергеевну я знаю очень давно. Это добрый, светлый, трогательный и нежный человек. И с ней всегда очень тихо, комфортно. А стихи ее очень глубокие, духовные, лиричные. На стихи Ирины Сергеевны я написал 3 песни. Вот самая первая песня — это «Две кометы», потом «Романс у костра». Но она сложная песня такая, я ее забыл. Ну, ее надо повторять, ноты есть. И очень сложно петь там и играть. И еще на стихи про подругу.
так, ну, так и называется «Подруга». Вот. Тоже сложная песня, ее надо готовить. Вот. А сама первая, вот эта, она более проще, я ее и не забываю. Стихи Ирины Рябовой «Две кометы». Две хвостатые кометы в облаках мелькнули где-то и растаяли вдали. Это вместе мы с тобою ранней утренней зарею говорили о любви. Два истока, две реки повстречались и вошли в русло новых берегов. Это наши две судьбы в свете утренней звезды снова встретили любовь. Видишь, в небе две кометы в облаках мелькнули где-то и исчезли навсегда. В этой дальней стороне о любви сказал тебе и ответила ты да. Пусть всегда поэтам пишется нежная, светлая музыка стихов. И пусть всегда это будет музыка чистая, искренняя, как сама любовь, где широта и ясность, взлеты и падения, прорывы и вдохновения, сомнения и терзания. Да озарит ваши души свет великой любви. Именно эти слова точно выражают суть творчества нерюнгринской поэтессы Ирины Рябовой. Ну, я вообще считаю, что ничего случайного в жизни нет. Это уже все предопределено давно. Стезя такая была намечена. Но, возможно, сама бы, я говорю, я бы никогда еще и не решилась, потому что долгое время читала стихи своим родным и близким. И вот благодаря тому, что пришла к Татьяне Ивановне Знаменщиковой, и литературная гостиная встреча очень много дала в плане общения с другими поэтами, с людьми пишущими, играющими, читающими стихи. Зарядила вот теми эмоциями, которые они передавали. И, естественно, такое я хочу отметить, что в нашем общении литературном в городе, вообще музыкальном, вот в этой среде, очень много людей, которые позитивные, доброжелательные. И ты, когда с ними общаешься, ты черпаешь эти источники, и, естественно, затем все это возвращается уже другими словами, то есть стихами. Вот. Поэтому я, конечно, благодарна Татьяне Ивановне за поддержку, которую она всегда мне оказывает. Ну, хочу отметить и других поэтов, и тех, кто читает стихи, кто пишет песни. Вот недавно тоже появилось 2 песни в содружестве с Людмилой Поповой, которая поет песни многих авторов, в том числе и нерюнгринских. Вот, ей написана музыка на мои стихи «Осенний вальс» и «Последняя встреча». Ну, вообще, мне всем хочется пожелать, чтобы над нами всегда было мирное небо, чтобы рядом с нами были наши родные и близкие. Всем здоровья, благополучия и благословений Божьих.